Начинаем с заявления Минздрава. Российские медики не могут прогнозировать развитие коронавируса в нашей стране, но готовятся к масштабной инфекции. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой. Он принимает участие в заседании Госдумы, и, как ожидается, депутаты сегодня примут заявление в связи с проблемой распространения нового вируса. На охотном ряду работает наш корреспондент Дмитрий Горн. Он сейчас выходит с нами на прямую связь. Дим, приветствую. Так, расскажи подробнее о том, что говорят представители Минздрава, других ведомств, какие еще темы обсуждают на заседании. Да, приветствую. Ну, конечно же, на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья в первую очередь речь шла о развитии коронавируса на территории как и нашей страны, так и на территории Китая. Представители Роспотребнадзора отметили, что буквально за сутки интенсивность появления заражения этим заболеванием на общем фоне снизилась, но тем не менее количество заболевших не прекращает расти. И я напомню, что по данным на эту буквально минуту на территории Китая заболевших фиксируется количество общее больше 20 тысяч человек. В свою очередь, Минздрав отчитался о том, что ведомство принимает все исчерпывающие меры на данный момент для того, чтобы быть готовыми к масштабному распространению инфекционного коронавируса на территории Российской Федерации. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой. Давайте послушаем, что он говорил на комитете. Основным из грозных осложнений, от которого, по сути дела, наступает летальный исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающихся неспецифических пневмоний и пневмонитов. И вот для того, чтобы справиться с этой бедой, в настоящий момент из резервного фонда Российской Федерации выделено порядка 1,2 миллиардов рублей на приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, ЭКМО, и последних новых препаратов, высокочастотных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Предполагается закупить порядка 17 ЭКМО, и мы тогда закроем все регионы этими аппаратами, и порядка 597 аппаратов для высокочастотных для искусственной вентиляции легких. Каким образом коронавирус будет распространяться на территории нашей страны и будет ли распространяться здесь, в Минздраве с точностью, с уверенностью пока сказать не могут. Дело в том, что из-за отсутствия штамма коронавируса вакцину от него должным образом протестировать никак не представляется возможным. Ну, переходя теперь непосредственно к повестке Государственной Думы, к повестке парламентариев на сегодняшнем пленарном заседании, хотелось бы отметить одну очень важную, на наш взгляд, инициативу. Это законопроект о минуте молчания в день памяти и скорби. По предложению авторов документа 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, предлагается устроить всероссийскую минуту молчания. По мнению депутатов, ее можно объявить в 12:15 по московскому времени. Именно в это время и было в эфире объявлено о начале наступления нацистской Германии на Советский Союз. Законопроект в том числе направлен на, конечно же, сохранение исторической памяти всего, что произошло. То, кстати, о чем в последнее время говорится очень много и не безосновательно. Очень много случаев встречается, когда пытаются исказить исторические факты. Ну, продолжаем следить за повесткой. Коллеги, пока слово вам в студию. Да, спасибо, Дима. Дмитрий Горн был на прямой связи из Госдумы. Теперь к распоряжению правительства принято решение с сегодняшнего дня временно ограничить въезд иностранных граждан в Россию из Китая. Документ опубликован на сайте Кабмина. Ограничения коснутся всех аэропортов, кроме столичного Шереметьево, и всех иностранцев, кроме граждан Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и тех, у кого есть вид на жительство в России. Мера вынужденная, чтобы помешать распространению нового типа коронавируса. По данным Роспотребнадзора, на утро новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано. Ранее стало известно о 2 заболевших в нашей стране. Оба граждане Китая, они госпитализированы. Диагностировать и лечить коронавирус будут с помощью уникальной программы искусственного интеллекта. Ее создали ученые из Владивостока совместно с китайскими врачами. В борьбе с болезнью будут применять средства китайской традиционной медицины. Что это за программа и как она будет работать, узнал Павел Мельник.
Гонконг, Пекин и Владивосток обсудили запуск новейшей системы, которая должна помочь в том числе и с лечением коронавируса. Разработчик — это Институт автоматики и процессов управления Российской академии наук. Мировому медицинскому сообществу предложили следующую схему работы системы, а именно, накапливая в себе весь опыт китайской народной медицины, эта система подбирает под каждого пациента конкретное решение. Доступна она уже прямо сейчас, располагается в интернет-облаке, то есть виртуально к ней может получить доступ любой желающий, но ключевой потребитель, конечно же, Китай, поскольку вспышка коронавируса зафиксирована именно там. Данная система основана на документе, предоставленном Министерством Китая, и эта система не решает за врача. Вот это принципиально важно. Она подсказывает в решении и мотивирует каждое свое решение. Соответственно, врач, который будет пользоваться системой, он всегда будет доступны ему все аргументы системы, а решение за ним. Разработчики подчеркивают, это не система лечения, а система помощи при лечении. Но вот надо отметить, что существуют экспресс-тесты лаборатории из Новосибирска. Лаборатория «Вектор», они уже активно применяются, в том числе и на Дальнем Востоке, для выявления коронавируса. Зафиксировано на сегодняшний день 2 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом в России. Это Тюмень и Забайкалье. И несмотря на это, все равно уже нашлись те, кто спекулирует на всей этой ситуации. Вот в частности, оптовые продуктовые базы в Приморье взвинчивают цены. Причем, как говорят участники рынка, зачастую делают это искусственно. И привело все это к тому, что на прилавках, в магазинах, уже местами в отдельных магазинах исчезают огурцы и помидоры, но при этом таможенная служба напоминает, китайско-российская граница для грузовиков открыта, логистические маршруты в Приморье открыты, а значит дефицит этот создан искусственно. Павел Мельник, Антон Гвоздецкий, Вадим Телегин. Вести, Дальневосточное бюро. Тем временем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 20 тысяч. Первый случай инфицирования зафиксировали в Бельгии. За последние сутки тревожный список также пополнился на территории Китая и Республики Корея. В Корее сегодня подтвердился 16-й случай заражения вирусом. 42-летняя женщина вернулась из поездки в Таиланд. Через неделю у нее поднялась температура. Сейчас она на карантине. Ну а в Китае число заболевших выросло более чем на 3000. Еще 64 погибли. По последним данным, смертность от коронавируса в Поднебесной составляет чуть более 2% от общего числа больных. Александр Балецкий продолжит. Такой стремительной динамика заражения коронавирусом еще не была с начала эпидемии. Более 20,5 тысяч общее число заболевших. Только за сутки от смертельной болезни скончались больше 60 пациентов. Один из них уже и в Гонконге. Врачи этого особого административного района Китая просят местные власти закрыть все сообщение с Китаем материковым, а всех отправленных на карантин, в том числе с подозрением на вирус, обязать носить электронные браслеты. Инфекция не так живуча в воздухе, но надолго остается вместе с каплями той же слюны на дверях и стенах. Исследования показывают, что вирус на гладкой поверхности выживает в течение нескольких часов, при определенной температуре и влажности даже в течение 5 дней. Поэтому дезинфекция повсеместна. Обеззараживающими химикатами заливают общественный транспорт, магазины и подъезды жилых домов. Да так что запах хлорки везде. С сегодняшнего дня полеты в КНР приостанавливает и российский С-7. В Китае не осталось ни одной организованной туристической группы из России. Вывезли в ожидании эвакуации, оказавшиеся в заблокированном Ухане. Не все. Некоторые студенты решили остаться. Руководство университета и международный офис создали здесь все условия для того, чтобы предотвратить и не допустить распространения вируса. У нас закрыто общежитие, никто не может войти или выйти. Сотрудники посольства нашего российского в Пекине также в постоянном контакте со мной находятся. Карантинные пункты в каждом городе и каждой деревне под наблюдением более 170 тысяч человек, кто контактировал с заболевшими и еще ждет результатов обследования. Экспресс-тесты для определения вируса лаборатории отгружают напрямую в больницы тысячами. Ухань, держись! Лозунг, который сегодня здесь скандируют все, ведь ближайшие 4 дня, по словам эпидемиологов, станут самыми сложными. На борьбу с эпидемией власти КНР выделяют почти $7 миллиардов. Александр Балецкий, Михаил Артюхин и Анна Львова. Вести. Китай.